Уважаемый представитель правительства, я хотел бы обратиться к вам, представителю президента и, наверное, тоже и к своим коллегам. Мы в последнее время замечаем, как работают наши правоохранительные органы. Правоохранительные органы непосредственно, конечно, защищают права граждан, и они должны этим заниматься. Но в последнее время они особо рьяно занимаются экономическими вопросами. Мы очень много говорим о том, что у нас сокращаются проверки со стороны государственных органов, но в то же время увеличились проверки со стороны правоохранительных органов. И пользуясь уголовным кодексом, когда нету стадии возбуждения уголовного дела, а просто есть какое-нибудь заявление, правоохранительные органы активно, очень активно вмешиваются в экономические вопросы. Тогда как вопросы насилия, бандитизма, когда касается преступных каких-то групп, там почему-то правоохранительные органы так активно не занимаются. Любой тендер, везде там правоохранительные органы. Даже если кто-то деньги не взял, все равно подозревают, что кто-то взял. Возьмем другие вещи. Как что-нибудь отнять и поделить, там уже правоохранительные органы. Хорошо, у Шадиева забрали, ладно, есть судебное решение. Но зачем забирать у тех людей, которые непосредственно там товар поставляли? Они вообще никак не связаны с Шадиевым. Вот есть сеть магазинов Тип-Топ. Там поставщики, наши отечественные поставщики поставляют товар, им товары эти не возвращают. Почему так? Я вот вообще не понимаю, зачем правоохранительным органам чрезмерное такое вмешательство в экономику. Правоохранительные органы, они опора государства, опора власти, но в то же время правоохранительные органы могут быть и препятствием для развития экономики. А у нас экономика очень маленькая. Мы сами видим, 200 грузовиков на таможне стало, у нас уже всю страну, можно сказать, трясет. В парламенте его обсуждаем. Поэтому я считаю, что к экономическим вопросам надо относиться щепетильно, а правоохранительным органам все-таки помнить, что вы иногда своими действиями можете даже быть тормозом, к большому сожалению. Спасибо.